На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 1262 человека подали заявку на участие в конкурсе «Гостеприимная Абхазия». Подведены промежуточные итоги проекта. Праздник близкий нашей стране. Концерт, посвященный Дню народного единства России, прошел в Абхазской госфилармонии. Принцип, который ощущается не умом, а присутствием. Выставка «Не навреди» в галерее современного искусства Ауада продлится до 9 ноября. Кандидаты в депутаты Сухумского городского собрания по 13-му округу Даур Пипи и Астамур Гему были 3 ноября в эфире Абаза ТВ. Ведущая Надежда Боровикова. На нашем канале продолжается проект «Теледебаты с кандидатами в собрание города Сухум» в прямом эфире, который реализуется при содействии Сухумской избирательной комиссии. Повтор прямого эфира теледебатов в записи вы можете увидеть в эфире Абаза ТВ после выпуска новостей, а также утром в 8:30. Во вторник, 4 ноября в 12:30 в прямом эфире со мной должны встретиться кандидаты в депутаты округа номер 14, район Старого поселка, Энвер Чамаго и Аслан Джопо. Не упускайте возможность узнать немного больше о своих кандидатах в эфире канала Абаза ТВ, чтобы 8 ноября сделать правильный выбор. Между тем, в связи с поступлением информации и многочисленных обращений граждан, избирательная комиссия города Сухум считает необходимым публично заявить о недопустимости действий, направленных на подкуп избирателей в период избирательной кампании. Комиссией зафиксированы факты проведения на избирательных округах работы, инициируемых отдельными кандидатами и их сторонниками под видом благоустройства. К таким работам, в частности, относятся подсыпка щебня, строительство беседок, замена элементов уличного освещения и иные аналогичные услуги, носящие признаки подкупа избирателей. Избирательная комиссия города Сухум разъясняет, что указанная деятельность может быть расценена как одна из форм подкупа избирателей, что является прямым нарушением закона. Избирательная комиссия города Сухум уведомляет, что в случае получения достаточных доказательств подобных нарушений комиссии будут незамедлительно направлены соответствующие материалы в правоохранительные органы для проведения проверки и привлечения виновных к установленной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с избирательным законодательством, доказанные факты подкупа избирателей являются основанием для отмены регистрации кандидата решением избирательной комиссии. Продолжаем выпуск. Накануне мужчина совершил ДТП в Сухуме и скрылся, рассказал спутник начальник ГАИ Абхазии Дамей Авицба. Он уточнил, что водитель Мерседеса ехал по односторонней дороге против движения, проехав на красный, и столкнулся с Тойотой на перекрестке улицы Ардзенбайджонова. Управлявшую Тойотой девушку доставили в больницу, врачи диагностировали перелом позвоночника. Ее вывезли на лечение за пределы республики. Также был госпитализирован пассажир Мерседес, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительным органам известна личность нарушителя, ведутся его поиски. Начальник управления ГАИ МВД Дамей Авицба обратился к участникам дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, Управление государственной автомобильной инспекции напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Просим соблюдать установленный скоростной режим, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, не управлять транспортными средствами в состоянии опьянения и не отвлекаться на мобильные устройства во время движения. Соблюдение этих правил способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий и сохранению жизни и здоровья граждан. Ситуация на наших дорогах остается сложной. Госавтоинспекция работает на пределах своих возможностей в условиях острого кадрового дефицита, отсутствия выходных и праздничных дней, неся усиленный режим службы. Однако одними только силами сотрудников милиции решить проблему невозможно. Некоторые водители грубо нарушают правила дорожного движения, создавая критические ситуации на дорогах, которые ведут к трагическим последствиям. Без вашего соучастия, без ответственного и здравого подхода к ситуации со стороны водителей изменить положение дел будет крайне сложно. В очередной раз призываю вас, уважаемые водители, быть крайне аккуратными, управляя транспортным средством. Помните, от вашего поведения может зависеть чья-то жизнь и здоровье.
Только 5 килограммов цитрусов можно вывезти из Абхазии в Россию без документов и таможенных платежей, сообщает Государственный таможенный комитет. Партия весом больше 5, но меньше 25 килограммов требует наличия фитосанитарного сертификата, а партия больше 25 килограммов подлежит обязательному декларированию и уплате пошлин. Нормы распространяются на ручную кладь, автомобильный и железнодорожный транспорт. Незадекларированный товар может быть изъят у граждан Абхазии и отдыхающих, выезжающих из республики российской стороной. Широкий круг вопросов, в том числе подведены итоги работы таможенных служб в период курортного сезона, рассмотрены задачи совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля плодоовощной продукции, импортируемой из Абхазии, обсудили в Сочи на встрече представителей ФТС России ГТК Абхазии, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. На рабочей встрече особое внимание было уделено вопросу оформления и контроля плодоовощной продукции, импортируемой из Абхазии. Представители ГТК Абхазии поблагодарили российских таможенников за высокий уровень организации оформления и контроля плодоовощной продукции, основной экспорт которой направлен на российский рынок. На сегодняшний день из Абхазии поставлено порядка 1500 тонн цитрусовых, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 2 раза. Подводя итоги совещания, участники выразили общее мнение, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению сотрудничества приграничных таможенных служб, ускорению и оптимизации таможенных операций. Завершилось пребывание группы специалистов МЧС России в Абхазии. В течение минувшей недели группа специалистов МЧС работала по всей республике. Российские специалисты посетили все районные подразделения МЧС республики, интересовались каждодневными заботами своих абхазских коллег, знакомились с техническим состоянием пожарно-спасательных частей, особенностями работы в горной местности и на море, сообщает пресс-служба МЧС. Подробный профессиональный анализ позволил спасателям обеих стран наметить конкретные первоочередные меры по совершенствованию работы по части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с учетом последних разработок в данной области, отмечается в сообщении Абснепресс. 1262 человека подали заявку на участие в конкурсе «Гостеприимная Абхазия». Об этом в ходе пресс-конференции в информагентстве «Спутник» рассказали гендиректор команды Абхазии Георгий Габуния и куратор проекта «Гостеприимная Абхазия» Максим Гумба. В пресс-конференции также приняли участие министр туризма Астамур Логу и начальник управления гуманитарной политики администрации президента Абхазии Виктория Бебе. О том, какие проекты особо заинтересовали организаторов и какой грант получит победитель, рассказывает Анастасия Никонова. 7 августа стартовала регистрация участников конкурса «Гостеприимная Абхазия». Проект, направленный на поиск, поддержку и реализацию перспективных идей в сфере туризма Абхазии, собрал более 1000 заявок. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал гендиректор конкурса команды Абхазии Георгий Габуния. Задача конкурса действительно очень важная, стратегически важная, я бы сказал. Задача выявить в Абхазии людей, лидеров туристической индустрии, которые в перспективе могли бы стать теми людьми, которые способны менять всю архитектуру туристической индустрии Республики Абхазия. Самое главное, что получают наши победители этого конкурса, это образовательная программа, насыщенная. Это возможность ознакомления с успешными практиками Российской Федерации и Республики Абхазия для того, чтобы в дальнейшем мы могли развивать туристическую индустрию уже в более креативном смысле. Победители конкурса «Гостеприимная Абхазия» могут рассчитывать на финансовую поддержку при реализации проектов и льготные условия аренды туристических объектов недвижимости, отметил куратор проекта «Гостеприимная Абхазия» Максим Гумба. Здесь стоит отметить то, что у нас в конкурсе 21 направление. По каждому из 21 направлению у нас было представлено по несколько проектов. А именно, количество поданных проектов по направлению у нас наиболее популярным считается развлечение. Это 26 проектов. Гостиницы, отели – это 19, горный туризм – 19, этнотуризм – 19, медиапродвижение – это 17, туристический бренд – 13, гастротуризм – 12, пешеходный туризм – 13. Центр гостеприимства и развития гостеприимства у нас их количество заявок составляет 8. Экскурсии, музеи и экскурсионная тематика 8. Паломнический туризм 6. Детский отдых 6. Ивент-индустрия 6. Санаторно-курортная деятельность 4. Туроператоры 5. Медицинский туризм 6. Госуправление в развитии туризма 4. Турагентство 3. Доступный туризм 2. Рестораны и кафе 6. Туристическое образование у нас составляет количество проектов 3. Министр туризма Астамур Логу отметил, что проекты, заявленные в конкурсе, актуальны и востребованы. Особенно радуют новые локации и способы проведения досуга гостей республики.
Конечно, должен отметить, значит, организаторов, партнеров данного мероприятия. Это Россия – страна возможностей, это команда Абхазии, администрация президента, скажем так, с чего все это начиналось, и этот конкурс. Огромное спасибо, что такие конкурсы проходят в Абхазии, и мы очень надеемся на то, что много новых интересных проектов, подданных, значит, нашими гражданами, будут реализовано благодаря такому конкурсу. Я говорю о туристических операторах. Все как один говорят, что нужны новые локации, нужны новые направления. Очень часто говорят о досуговом отдыхе, досуговом бизнесе, которого так не хватает в Абхазии. Но есть, конечно, примеры, и вот я всегда об этом говорю. Это вот село Аракич, новый спа-центр. И я, кстати, вот здесь увидел, что есть много инициатив по досугу, развлечению. Это то, чего, наверное, нам не хватает. Начальник управления гуманитарной политики администрации президента Абхазии Виктория Беби отметила высокую вовлеченность оргкомитета в данный проект. Такие проекты, разумеется, администрация поддерживает. Эти проекты позитивно влияют на всю индустрию курорта и туризма. Задача конкурса, чтобы каждый проект был самостоятельный и развивал свою идею, но при этом в совокупности создавал цельный туристический общегосударственный продукт. Вот для примера есть такая концепция «Маршрут здоровья», где уникально сочетаются совершенно разные ипостаси. Это исторические объекты, природные достопримечательности, современные рекреационные возможности. Они объединяются в одну общую систему. Разумеется, такие проекты, они не могут не улучшать и не популяризировать само понятие туризма в Абхазии. До 6 ноября у всех, кто подал заявки на участие ранее, есть последняя возможность заполнить анкеты и проекты, отметил Георгий Габуния. По его словам, финалистов будет от 50 до 80 человек. Что ждет этих людей? Да? Прежде всего, их ждут несколько образовательных модулей в рамках, значит, проведения самого конкурса. Победители уже получат финансирование к февралю. И задача, те малые проекты, которые будут объявлены победителями, они должны будут быть реализованы к следующему курортному сезону. Что касается призов, это вот 1 000 000 рублей победителю. Это образовательная программа в мастерское управление «Сенеж». Это звание мастер гостеприимства, ну и административная поддержка в вопросах реализации этого различных проектов относительно выделения каких-то земельных участков, относительно получения различных разрешений. Итоги конкурса «Гостеприимная Абхазия» будут подведены в январе 2026 года. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Секретарь Общественной палаты Абхазии Гульнара Кичба, замсекретаря Изольда Хакба, председатели профильных комиссий приняли участие в итоговом форуме Общественной палаты Российской Федерации, сообщества и торжественных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня создания Общественной палаты Российской Федерации. В рамках форума Гульнара Кичба выступила с докладом на тему «Власти общества. Успешной стратегии взаимодействия», в котором озвучила важность сотрудничества между государственными структурами и гражданским обществом. Ее выступление вызвало интерес и активное обсуждение среди участников мероприятия. В рамках программы форума состоялась встреча с секретарем Общественной палаты Лидией Михеевой и ее замом Александром Школьником, что стало важным этапом в укреплении связей между общественными палатами двух стран. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества и совместных инициатив, открывающих новые горизонты для взаимодействия и обмена опытом. Концерт, посвященный Дню народного единства, празднику, ежегодно отмечаемому в России, прошел в Абхазской госфилармонии 1 ноября. Для гостей мероприятия выступили абхазские и российские артисты. Праздничный концерт посетила и наша съемочная группа. Тему продолжит Рада Чичава. Начиная с 2005 года День народного единства отмечается по всей России 4 ноября. Этот день – символ нерушимого единства многонациональной большой страны. Между тем, как отметил в приветственной речи российский посол Михаил Шургалин, День народного единства приобрел особый смысл и для большинства жителей Абхазии. День народного единства мы стали отмечать совсем недавно. Все знают, что он символизирует процесс исторического сплочения народов России. Отмечаем, что он приобрел особый смысл и для большинства жителей Республики Абхазия, в первую очередь для тех, кто является гражданами Российской Федерации.
Этот праздник имеет особое значение и в свете участия граждан наших стран в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Сердечно поздравляю всех вас с праздником, желаю всем счастья, здоровья, благополучия и, главное, мирного неба. С поздравительным словом к собравшимся и ко всему многонациональному народу России обратился также министр культуры Абхазии Даур Кове. Он подчеркнул, что День народного единства особенно близок к жителям Абхазии, ведь исторически республику с Россией связывают партнерство, дружба и всестороннее сотрудничество. Министр также поздравил россиян с наступающим праздником. Сердечно поздравляю весь российский народ с наступающим Днем народного единства. Этот праздник напоминает о большой силе, которую дает сплоченность народа, верность своим корням и уважение к историческому пути страны. История России показывает, когда народ объединен общей целью и ценностями, он способен преодолевать самые серьезные испытания. Наши народы объединяют взаимное уважение, поддержка и искреннее стремление к укреплению добрососедства. Мы высоко ценим тот уровень взаимодействия, который сложился между нашими государствами, в том числе в области культуры, в сфере образования и в реализации совместных проектов. Уверен, впереди нас ждет еще много добрых инициатив и ярких совместных событий. Исполняющая обязанности главы представительства Россотрудничества в Абхазии Татьяна Степанова отметила, что цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства и проходящих в республике, яркое свидетельство дружбы и культурного обмена между Абхазией и Россией. Этот праздник напоминает нам о том, что только вместе, сплотившись, мы можем преодолеть любые трудности и вызовы. Он подчеркивает важность сохранения исторической памяти, уважение к прошлому и гордости за свою страну. Сегодняшний концерт – это яркое свидетельство дружбы, культурного обмена между Россией и Абхазией. На этой сцене бок о бок выступят талантливые российские и абхазские артисты, творческие коллективы. Мы верим в силу искусства, способного стирать границы и объединять народы. В завершение торжественной части мероприятия ученику Пицунской школы номер 2 Роланду Абрамяну были вручены нагрудный знак, диплом и книга «Горящее сердце» за проявленную отвагу, мужество и неравнодушие. Ранее школьник смог спасти пассажиров автобуса. Когда водителю стало плохо, он смело перехватил управление, предотвратив ДТП. А после началась концертная часть. Завораживающий гунда, удивительная нано-черкезия, камерный коллектив России «Романтик-квартет», заслуженная артистка России Нина Шацкая. Это лишь малая часть музыкантов и артистов, порадовавших гостей в предпраздничный вечер. Со сцены Госфилармонии прозвучали известные композиции прославленных авторов от Рахманинова до Чайковского и всеми любимые романсы. Мероприятие организовано представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с Министерством культуры России при поддержке Министерства культуры Абхазии. Рада Чачава, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Военную драму «Август» впервые показали в Абхазии. Показ прошел в Госфилармонии в преддверии Дня народного единства. Фильм, который вышел в прокат в России 25 сентября, рассказывает о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны. В главных ролях Сергей Безруков, Никита Калагривый, Павел Табаков. Организатор мероприятия, представительство Россотрудничества в Абхазии, Министерство культуры России, Фонд кино при поддержке Минкульта Абхазии.
Правительство России признало Сочи курортом федерального значения. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято для развития санаторно-курортного потенциала региона и укрепления позиций Сочи как одного из главных турцентров страны. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года. Школьники из Абхазии примут участие в научно-техническом фестивале «На волне знаний» в Сириусе. В состав делегации вошли 88 детей. Их сопровождают 10 учителей химии, биологии, математики и физики. Цель проекта – мотивировать детей к учебе, вызвать интерес к научно-техническому прогрессу, а также немаловажная задача проекта – отбор талантливых школьников и учителей, сказала главный специалист Управления общего и среднего профессионального образования Минпросвещения Абхазии Гунда Кайцене. Министерство просвещения Республики Абхазия получило приглашение для участия в научно-техническом фестивале, который будет проходить в Сириусе с 3 по 4 ноября. Принимают участие от республики, это 88 школьников общеобразовательных школ, 10 преподавателей, это учителя химии, биологии, математики и физики. Цель данного проекта – это мотивировать наших детей к учебе, это вызвать интерес к научно-техническому прогрессу, а также немаловажная задача данного проекта – это отбор талантливых школьников и также талантливых учителей. Все копочка. В галерее Ауада продолжается выставка «Не навреди» художниц Апши Хакба и Дианы Хиндба. В своих работах они обращаются к теме личной ответственности человека и поиска гармонии в современном мире. Подробности расскажет Аристид Каракасиди. Выставка «Не навреди» – совместная работа Апши Хакба и Дианы Хиндба. Через художественные образы авторы поднимают вопрос, что значит не причинять вреда в современном мире. Ответ они ищут в 5 простых, но важных понятиях – люди, знания, труд, время и любовь. В своей живописи мы очень часто обращаемся к теме архитектурного наследия Абхазии и Сухума. Особенно Сухума, это город для нас очень важен. «Не навреди» – это можно сказать, что о личной ответственности. Мы уже говорили, что это об осознанности. В каждом элементе попытка понять, как хрупок наш мир и как важно сохранять в нем внимание, деликатность и заботу. Авторы создают среду, в которой принцип «не навреди» ощущается не умом, а присутствием. Мы сегодня находимся в комнате, которая состоит из текста «Не навреди». Вот главный наш зал. И хочется, чтобы эти слова написаны были не просто так, вот, чтобы они куда-то попали в сознание человека. Вот я уже говорила, но опять воздух. Просто вот эти слова, они могут курсировать. Это же информация, она передается на разных, так сказать, разным путем. В этом пространстве прошлое становится собеседником. Художница вступает в диалог с идеями, которым более 2000 лет, чтобы понять, как меняется человек и что остается в нем неизменно. В втором зале представлен трактат Витрувия, это древнеримский архитектор, 10 книг об архитектуре. Мы со своей точки зрения его, так сказать, изучили, прочли и выделили некоторые вот страницы, моменты, какие-то параграфы, которые нам кажутся важны. Мы вот сегодня сделали такую своеобразную инсталляцию, комната, которая посвящена этому трактату. Выставка «Не навреди» в галерее современного искусства Ауада продлится до 9 ноября. У зрителей все еще есть шанс увидеть работы художниц и почувствовать, как каждое наше действие оставляет след в мире. Это пространство напоминает: внимание, забота и ответственность важны всегда, и сегодня, и завтра. Аристид Каракасиди, Абаза ТВ. Вокалист из Абхазии Беслан Сымсым победил в 5-м международном фестивале «Большая сцена» в Москве. Певец из Гудауты в полуфинале исполнил композицию Муслима Магомаева «Синяя вечность», а в финале «Гололед» Григория Лепса. Я вообще не рассчитывал на победу и даже не думал об этом. Это стало приятной неожиданностью. В моей возрастной категории от 19 до 60 лет участвовало около 60 человек из СНГ, Азии и Африки. Все они вокалисты высокого уровня, рассказал он. Победители и финалисты фестиваля выступят с сольной песней на гала-концерте в Кремле в апреле 2026 года.
снова осень, и не видно солнца вовсе. Низко над землей туманы стелятся, и по утреннему снегу я к тебе опять приеду. На дорогах снова гололедица. Я не знаю, сколько дней пройдет, прежде чем растает этот лед. А пока легла в туман полоса непонимания, гололед на сердце, гололед. А пока легла в туман полоса непонимания, гололед на сердце, гололед. А победительница первого сезона «Ты супер» Валерия Адлиева поддержала Николь Джергения в финале этого конкурса. Мне безумно понравилось. Ника, хочу тебе сказать, ты такая умница. Безумно рада, что ты здесь участвуешь, и не просто участвуешь, а дошла до финала. Это большая гордость для нашей страны, подчеркнула она. Мне безумно понравилось, Ника. Я хочу тебе сказать, что ты такая умница. Я безумно рада, что ты здесь участвуешь. И не просто участвуешь, дошла до финала. Это большая гордость для нашей страны. И я хочу сказать, что я безумно рада, что этот проект продолжается уже столько лет. Я помню, будучи маленькой, когда проект заканчивался, конечно, мы все очень расстраивались. И у меня была такая мысль, я прям загадала себе внутри, что мне очень хочется, чтобы этот проект жил как можно дольше. Что было 10, 15, 20 сезонов, потому что это что-то, данное свыше нам. Поэтому огромное спасибо, что он продолжается. Я безумно рада. Хочу тебе сказать, что вся Абхазия тебя очень поддерживает. Это большая гордость для нас, поэтому ты супер. Спасибо. Какая хорошая девочка, да? Так классно говорит. Вы обе что? Супер! Молодец. Супер! Супер! Ну и тоже можешь приобнять наших членов жюри. Ты давно этого не делала и наверняка соскучилась. Поздравляю. Спасибо, спутник Абхазия, за то, что помогли нам найти такую невероятную звездочку. Сейчас о погоде. Во вторник, 4 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 16 до 21 градуса. Температура морской воды 17 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом пока все. Оставайтесь с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.